У меня есть QR-код, ничего не изменится. Слишком много так ограничений и так внезапно. Но люди сами виноваты, я считаю. Надо вакцинироваться. Так казанцы восприняли новости о том, что скоро проехать в общественном транспорте в республике можно будет лишь по QR-коду. Проверки начнутся с 22 ноября. Проверять наличие QR-кода в общественном транспорте будут кондукторы при покупке билета, а не на входе. Нововведения коснутся не только наземного транспорта, но и метро. Если заветного документа у пассажира не окажется, его попросят выйти. Система кодов будет действовать на городских, пригородных и межмуниципальных рейсах. Изменения не затронут лишь межрегиональные перевозки и такси. Как подчеркнул сегодня заместитель министра транспорта Андрей Егоров, у татарстанцев старше 60 лет без QR-кодов действие льготных транспортных карт будет приостановлено, но только на время ограничений. В малых городах, где в общественном транспорте зачастую кондукторов нет, проверять документ будет водитель. Эта же мера не носит некий там карательный характер, чтобы вы понимали. То есть эта мера носит профилактический. То есть в данном случае мы призываем к сознательности граждан, чтобы люди шли вакцинировались и пользовались общественным транспортом максимально, уже обезопасив себя и окружающих. Вакцинация – единственная панацея от болезни, говорят специалисты. На сегодня первую дозу получили больше 1 700 000 человек. Обоими компонентами привились свыше 1 200 000. Это 56% взрослого населения. До 80% осталось не совсем немного. И при тех темпах в первых числах декабря, при хороших темпах, мы, в принципе, сможем достичь того охвата, о котором всегда говорим. Но ревакцинацию прошли лишь 40 000 татарстанцев. По словам заместителя министра здравоохранения Владимира Жаворонкова, невысокие темпы повторной вакцинации не связаны с недостатком вакцины «Спутник Лайт». Я бы хотел напомнить, что мы ревакцинацию можем проводить любой вакциной. Это нет жесточайшего такого императива, что вот ревакцинация, повторная вакцинация только лайтом. Можно и спутником делать 2 дозы, и ковиваки, и пиваки, это как угодно. Лайт есть, мы уже говорили о том, что сегодня мощности, если мы говорим про Казань, мощности Паркхаус позволяют переварить, извините за выражение, всех, кто нуждается в лайте. Медики напомнили, привиться можно одновременно с вакциной от гриппа. Он в Татарстан пришел раньше, чем обычно. С начала сезона уже 11 случаев. Как подчеркнули в Минздраве, несмотря на большую нагрузку, система здравоохранения республики в части госпитализации работает стабильно. Сегодня в больницах свободно 17% коек. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.